Шамшбзита. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я рада вас приветствовать на 6-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Кроме того, будет доступен на официальном канале YouTube Алашара. Итак, давайте приступим к сегодняшнему занятию. У нас сегодня по плану развитие речи. Мы с вами вспомним одну пословицу на родном языке, потом освоим несложную грамматическую конструкцию и завершим сегодняшнее занятие переписыванием. Так, давайте приступим. Сразу вспоминаем, что пословица на абазинском языке ажаж. Ажаж, да? Значит, сразу обращаем внимание на звук ж, который пишется как ж в. Давайте не будем забывать, что очень важно нам с вами для общего прогресса писать, да? Поэтому сразу давайте начнем и будем записывать. Сразу запишем слово ажаж. Ажаж. Сразу запишем это слово, чтобы нам с вами было проще заниматься. А пока вы его записываете, я буду зачитывать следующую пословицу. Хальпшдзата еузамвяги айшчап. Все добрые нравы, как братья. Хальпшдзата еузамвяги айшчап. Сразу давайте будем обращать внимание на новые звуки. В первом слове звук х пишется как х, палочка. Во втором слове следующий звук л, мягкий знак. Дальше звук дз. Мы с вами его уже знаем. Звук дз пишется как дз. Хальпшдзата получилось слово, да? Яу замвяги. В слове замвяги звук в, г, палочка в. И звук г, мягкий знак. Замвяги. Айшчап. Звук ч, в. И звук п, палочка, да? Нам здесь интересно. Хальпшдзата яу замвяги айшчап. Все добрые нравы, как братья. Да? Вот такая хорошая пословица. Давайте теперь с вами повторим ее. Кто пишет, пишите, а кто уже записал, давайте мы с вами ее, я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Хальпшдзата яу замвяги айшчап. Хальпшдзата яу замвяги айшчап. Молодцы. Теперь пришло время нам с вами немножко не вспомнить, а изучить грамматику. Так, смотрите, какое дело. В абазинском языке существительные подразделяются на класс человека и класс вещей. Класс человека подразделяется, в свою очередь, на класс мужчин и класс женщин. Смотрите, что здесь важно знать. Класс человека, вот самые два основных класса, да, класс человека и класс вещей. К классу человека относятся, соответственно, люди, а к классу вещей относятся все предметы плюс животные. Вот такая классификация существительных в латинском языке. Еще раз, давайте повторю. К классу человека относятся все люди, а к классу вещей относятся все предметы и животные. Вот, давайте теперь поподробнее на примерах разберем. Класс человека, вот с примерами, да? Например, ребенок, саби. Давайте сразу будем записывать эти слова тоже, потому что чтобы мы с вами не просто так сидели на уроке, а а хорошо и плодотворно занимались. Саби – ребенок, ан – мать, аба – отец.
аба – отец. Аща – брат. Саби – ребенок. Ан – мать. Аба – отец. Аща – брат. Вот это примеры слов, которые относятся к классу человека. Теперь давайте на примере рассмотрим, какие существительные относятся к классу вещей. Например, бна – лес. Не забывайте записывать. Бамби – вата. Ла – собака. Варба – орел. Бна – лес. Бамби – вата. Ла – собака. Варба – орел. Бна – лес. Бамби – вата. Ла – собака. Варба – орел. Молодцы. Теперь давайте рассмотрим с вами более подробно, что относится к классу мужчин. Просто примеры приведем. Каца, чтобы поподробнее мы с вами все это усвоили. Каца – мужчина. И сразу обратим внимание на новые звуки. Да? Мы их не обязаны прям выучить тут с первого раза, но если мы будем на них обращать внимание, конечно, они нам будут легче запоминаться. И чем легче мы их запомним, тем быстрее мы научимся писать и говорить на родном языке. Каца – мужчина. Первый звук – звук Х. Звук Х пишется как Х, палочка. Х, палочка. Это, Х твердый знак. Х твердый знак. Х, хаца. Х, хаца. Еще интересный звук здесь звук Ц. Звук Ц пишется как Ц, палочка. Ц, палочка. Получается хаца, мужчина. Следующий пример чкон, мальчик, юноша, также можно перевести молодой человек. Чкон, звук О пишется как К, палочка В. Чкон, чкон. Да? Давайте сразу запишем. Чкон. Пишите, не стесняйтесь. Итак, в слове чкон интересный для нас звук, звук О. Пишется звук О как К, палочка В. Да? К, палочка В. Молодцы. Еще один пример разберем, очень простой. Па, сын, класс мужчин. То есть какой вывод? Да, к классу мужчин относятся все люди мужского пола. Мужчина, мальчик, сын. На абазинском это будет каца, чкон, па. Теперь класс женщин. Приведем несколько примеров и заодно потренируемся и будем с вами писать. Молодцы. Все, кто пишет, все молодцы. Те быстрее всех научатся говорить и писать на родном языке. Быстрее заметят свой прогресс. Молодцы. Итак, к классу женщин, например, относится пха, дочь, пха, дочь. Звук х пишется как х, палочка. Пха, дочь. Записывайте. Ахща, сестра. Ахща, сестра. Обратите внимание, как здесь читается звук х. Читается звонко, да, так? Ахща. Пхёс, женщина. Звук х. Звук х пишется как х, палочка в. Очень интересный здесь звук для нас. Пхёс, женщина. Звук х пишется как х, палочка в. Пхёс. Угу. Пишите, пишите. Пха, дочь. Ахща, сестра. Пхёс, женщина. Теперь мы с вами вот такой небольшой раздел грамматики на родном языке прошли.
выучили. Теперь давайте подытожим, что вспомним, да, у нас есть существительные делятся на класс вещей, на класс человека. Класс человека делится еще на класс женщин, и на класс мужчин и класс женщин. Значит, что важно знать про класс вещей? То, что к ним относятся как предметы, все любые предметы, так и животные, да? Прям как в английском языке. Это очень легко запомнить. Теперь мы с вами повторили это, и давайте перейдем к переписыванию. Сегодня у нас еще на очереди упражнение очень простое и легкое на переписывание. Значит, смотрите. Женщина пхёс. Пхёс. Переписывание. Как будет на абазинском переписывание? Аквелара. 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 Давайте обратим внимание, если у кого-то есть вопросы, то, что как дополнительно там пишется, говорится, я вам после занятия обязательно отвечу. В слове аквелара обратите внимание на звук х. Мы сегодня его уже проходили, да? Звук х пишется как х, твердый знак. Потом звук г встречается нам в этом слове. Звук г пишется как г, палочка в. Дальше мы встречаем звук г, который пишется как г, палочка, да? Какая разница между звуками г и г? Вот в произношении, обратите внимание, да? Г, г. Г это г, палочка в. Г, г, палочка в. А г это г, палочка. Видите, в принципе, несложно, да? Аквелара. Аквелара. Переписывание. Давайте запишем это слово. Аквелара. Переписывание. Итак, теперь начнем переписывать. Первое слово самое важное. Мма. Мама. Баз. Спор. Бая. Богатый. Сара. Я. Бара. Ты. Когда мы обращаемся к женщине. Уара. Ты. Когда мы обращаемся к мужчине. Итак, я еще раз зачитываю, а вы пока пишете. Мма. Мама. Баз. Спор. Бая. Богатый. Сара. Я. Бара. Ты по отношению к женщине. Уара. Ты по отношению к мужчине. Пока вы переписываете, я вам предлагаю еще одновременно с этим подумать, вспомнить наше упражнение по грамматике. И давайте пока попробуем прикинуть, какие слова к какому классу относятся. Вот, например, существительное мма, мама. Я к какому классу относится? К классу вещей или же к классу человека? Конечно, это живой человек относится к классу человека. Класс человека делится у нас на класс мужчин и класс женщин. Явно слово «мама» относится к классу женщин, да? Вот, молодцы. Мама, баз, спор, бая, богатый, сара, я, бара, ты, когда мы обращаемся к женщине, уара, ты, когда мы обращаемся к мужчине. Следующая группа слов. Яра, он, дара, они, бомби, вата, баста, каша. Каша кукурузная или пшеная, я думаю, вы все прекрасно знаете, что это такое. Урам, улица, чара, есть. Еще раз прочитаю вам. Яра, он, дара, они, бомби, вата, паста, каша. Она может быть кукурузная или пшеная. Урам, улица, чара, есть. Давайте подумаем, как вот, например, слово бомби, вата, да?
к какому классу существительных относится это слово. Давайте поразмыслим. Вспомним, что существительные у нас в абазинском языке делятся на класс вещей и класс человека. Вата явно не человек. Правильно будет ее отнести к классу вещей, да? Вот, видите, в принципе, ничего сложного в этой грамматической конструкции нет. Еще раз прочитаю вам, кто уже записал, постарайтесь просто повторять за мной. Яра, он, дара, они, бомби, вата, баста, каша кукурузная или пшеная, урам, улица, чара, есть. Кт, аул, с, снег, ду, большой, абар, вот, бра, волосы, кб, куст. Кт, аул, с, снег, ду, большой, абар, вот, бра, волосы, кб, куст. Да? Давайте еще раз я повторю, а вы запишите. Кт, аул, с, снег, ду, большой, абар, вот, бра, волосы, кб, куст. Обратите внимание, как читается буква «и» в слове «кб». Да, мы это уже проходили, но просто обратим здесь внимание. Буква «и» в абазинских словах читается мягко. Видите, ее почти не слышно. Кб, куст. Также она читается в слове «кт». Кт. Видите, как будто бы ее нету, но она есть, но мягко читается. Кт. С тоже мягко читается. С, снег. Теперь существительное бра, волосы, да? К какой группе существительных оно относится? К классу человека или к классу вещей? Видите, легко определить, правда? К классу вещей, конечно, относятся волосы. Следующая группа слов. Дра – знание, абаза – абазин, тара – емкость, дада – дедушка, нана – бабушка, ават – они. Дра – знание, абаза – абазин, тара – емкость, дада – дедушка, нана – бабушка, ават – они. Видите, как? Ничего сложного. Смотрите, сколько много слов мы сейчас с вами уже записали, и все они очень легко пишутся. Здесь мы даже не встретили ни одного сложного звука, да? То есть не может быть нам с вами сложно говорить на родном языке. Видите, не все так сложно и прям неподъемно у нас. Дра – знание, абаза – абазин, тара – емкость, дада – дедушка, нана – бабушка, ават – они. Ават – они. Молодцы. Теперь запишем еще одну группу слов. Арат – эти, топ – мяч, ла – собака, бна – лес, прапса – занавес или тюль, варба – орел. Арат – эти, топ – мяч, ла – собака, бна – лес, прапса – занавес, варба – орел. А теперь давайте подумаем, к какому классу существительных будет относиться существительное собака, ла. К классу человека, либо к классу вещей. Иногда вы можете такой вот, может быть, это показаться, что это непростой такой вопрос, потому что собака – это одушевленное существо, а может быть, вам захочется его отнести к классу человека по этому принципу. Но в абазинском языке правило следующее. Все, что не человек, даже если это одушевленное существо, мы относим их к классу вещей. Поэтому собака будет относиться к классу вещей, а не к классу человека, запомните. То же самое с существительным варба, орел.
тоже будет относиться к классу вещей. Угу. Молодцы, видите, разобрались все. Смотрите, еще раз давайте записываем. Арат этим, топ мяч, ла собака, бна лес, про пса занавес, варба орел. Молодцы. Итак, вот такое было несложное у нас с вами занятие. Давайте вспомним. Сегодня мы на занятии выучили пословицу на родном языке, выучили очень несложную грамматическую конструкцию, занялись переписыванием, да, для того, чтобы закрепить наши с вами знания. И теперь мы с вами отлично потрудились. Мы вроде бы и не устали, но в то же время сделали кое-что очень плодотворное. Поэтому я вас всех хвалю. Вы все молодцы, отлично сегодня поработали. Я хочу вам напомнить, что для того, чтобы легче запомнить новые слова и выражения, очень важно их записывать и потом свои записи регулярно просматривать. В обучении самое главное – регулярность. Не забывайте об этом. И еще напоминаю вам, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Базжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте про каналы на YouTube Алашара и Абаза Базжа. Подписывайтесь на наши группы, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. Аллах джазза. Увидимся с вами в понедельник в 20:00.